Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшекшара. Сегодня в программе: как проходят пути на рейды абхазских и российских пограничников совместно с экологами. В целях улучшения инвестиционного климата абхазские и российские организации подписали соглашение о сотрудничестве. Расчищаются проезды, Рица начинает готовиться к новому сезону. В связи с ратификацией соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, Пенсионным фондом Российской Федерации осуществлен перерасчет пенсии за 2015 год. Соответствующие денежные средства в полном объеме поступили в республику. Выплаты пенсии с учетом перерасчета начнутся с 18 февраля этого года в отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. В пятницу 12 февраля состоится заседание Кабинета министров. В повестку дня включено 8 вопросов, 2 из которых касаются кадровых назначений. Правительство также намерено рассмотреть вопросы об одобрении стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, о республиканском государственном учреждении «Абснепресс», об утверждении акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия. Членам Кабинета министров предстоит рассмотреть и утвердить дополнительный перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. В Абхазии в разгаре Путина. В целях выявления нарушителей правил рыболовства в акватории нашей республики регулярно проводятся рейды абхазских и российских пограничников совместно с экологами. В этот раз осмотр морских территорий провели сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии и работники Госкомитета по экологии и охране природы. С подробностями Нала Мукба. 20 транспортных и 16 рыболовецких судов зарегистрированы и работают в настоящее время в акватории Абхазии. За их деятельностью и соблюдением правил работы наблюдают соответствующие службы Абхазии и России. Пограничники, помимо паспортного контроля людей, находящихся на борту, осуществляют осмотр документации, разрешающей в первую очередь заниматься рыболовством. Кроме того, проверяются судовые журналы, документы, в которых фиксируется количество добытой хамсы. В водах Абхазии разрешается массовый промысел именно этого вида рыбы. Местные рыбные комбинаты берут в аренду турецкие сейнеры. На этих предприятиях рыба перерабатывается в сырье для экспорта в виде масла и муки. Такие мероприятия мы проводим, стараемся проводить как можно чаще. Именно с сотрудниками данного комитета мы проводим раз в месяц. А самостоятельно, естественно, постоянно, непрерывно мы ведем этот контроль. Нарушений зафиксировано не было. Было осмотрено 3 единицы турецких судов. На одном из них было 50 тонн рыбы хамса. Все бумаги в норме. Рыбные комбинаты республики – крупные налогоплательщики. Рейды позволяют выявить нарушения правил промысла, чтобы определить реальные объемы добычи. Госкомитет по экологии и охране природы выделяет комбинатам специальные квоты на вылов, определяет место и время, где путина может осуществляться. Таким образом, экологи пытаются сохранить природный баланс. Им вообще нельзя ловить, кроме хамсы, ничего, но есть прилов. Он ловит хамсу, но за хамсой может находиться какая-то другая рыба. И эту рыбу они отпускают, а вылавливают хамсу. По приходу из Турции в Сухум они досматриваются все суда. Досконально досматриваются службами, и таможенниками, и пограничниками, и экологами, если на этих судах есть запрещенные виды орудий лова. Но на них нет. В настоящее время в акватории Сухумской бухты временное затишье. Около 20 рыболовецких судов ждут очередной миграции хамсы. Сама путина, начавшаяся 20 декабря, будет завершена 31 марта. Нала Мукба, Беслан Чхельджерия, Абхазское телевидение. С целью улучшения инвестиционного климата в республике, правовой защиты инвестиций, бизнеса и собственности, Фонд международного делового сотрудничества, Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии Айтглара и Центр правовых и экономических исследований и развития законодательства подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны рассказали журналистам о планах и намеченных проектах по привлечению инвесторов в страну и с какими проблемами сталкиваются предприниматели. Репортаж Симы Аргон.
Актуальность проблемы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, создания необходимой инфраструктуры инвестиционного рынка и совершенствования правовой среды. Эти и другие вопросы были затронуты на брифинге. Основными иностранными инвесторами в экономику страны в настоящее время являются предприятия и разнообразные бизнес-структуры России. Директор Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия подчеркнул, что соглашение было подписано с целью улучшения инвестиционного климата и защиты бизнеса инвесторов. Сегодня фонд уже набрал большой объем программ, мегапроектов. Мы сегодня занимаемся внедрением очень крупных проектов для нашей страны. Вместе с тем мы занимаемся и малым бизнесом тоже. У фонда двери открыты для всех, кто заинтересован в создании благоприятных условий российского бизнеса в Абхазии, инвестиционного климата в первую очередь. Отсутствие четкой законодательной базы, земельного кадастра и многие другие факторы, по мнению директора Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии Айтглара Анны Калягиной, негативно влияют на инвестиционный климат в стране. По ее мнению, соглашение сможет закрепить и вывести на качественно новый уровень совместную деятельность по защите и поддержке как абхазских, так и российских предпринимателей. Один из приоритетов нашей совместной деятельности – это повышение информированности российских инвесторов и предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности в Абхазии, наличие подходящих инвестиционных площадок. Как руководитель Центра поддержки бизнеса я напрямую работаю с предпринимателями, с бизнесменами из России и хочу отдельно подчеркнуть, что масса проблем они бы могли избежать, если бы имели возможность заранее ознакомиться с необходимой информацией и воспользоваться помощью экспертов. Директор Центра правовых и экономических исследований и развития законодательства Элла Литвинова также считает, что сдерживающим фактором развития инвестиционного климата в Абхазии и развития привлечения инвестиций в бизнес является отсутствие нормативно-правовой базы. По мнению Литвиновой, необходим мониторинг законодательства действующей базы и инициирование принятия законодательных актов, которые бы регулировали предпринимательскую деятельность. И мы пришли к тому мнению, что нам необходимо объединить свои усилия в целях привлечения инвестирования, инвестиционного бизнеса, в целях информированности предпринимателей и в целях подготовки и разработки тех документов, проведения того мониторинга законодательных и нормативных актов, которые сегодня требуются, и выход с предложением в законодательные органы, в органы исполнительной власти и к субъектам права законодательной инициативы, которые у нас закреплены в Конституции, с тем, чтобы мы могли продвигать те нормативные акты, которые интересны нашим инвестиционным партнерам и в целом нашему предпринимательству. Поиск путей привлечения инвестиций из-за границы и формирование адекватных условий для их участия в развитии экономики – одна из главных задач на сегодняшний день, считают участники встречи. По мнению Вахтанга Пипи, одним из рычагов привлечения инвестиций может стать возможность продажи недвижимости гражданам России при условии создания защитных механизмов. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Желающих посетить Рисунский реликтовый национальный парк много и зимой. Основная задача руководства парка – обеспечить безопасность посетителей. По дороге к озеру Рица очень много мест, где скалы нависают над дорогой. Несколько недель назад на одном из участков дороги произошел обвал. 3 огромные каменные глыбы упали на 21-м километре дороги на Рицу. Так как движение экскурсионного автотранспорта приостановлено с января месяца, затора из-за ЧП здесь не образовалось. Руководители Рицинского реликтового парка пригласили представителей компании «Инжзащита» из Сочи, которые специализируются на проведении противообвальных, берегоукрепительных и противооползневых работ. Они провели геодезические изыскания, которые заключаются в детальной съемке рельефа склона, а также геофизические исследования методом электротомографии, чтобы определить, какова структура скалы. Вы видите очень много камней, которые буквально деревья, которые такой наклон имеют над дорогой. Вот они сейчас проводят различного рода исследования. И вот по их заключению, значит, они нам скажут, в каком состоянии эти камни. Есть ли угроза, как вам сказать, что они могут опять упасть на дорогу. Но по предварительным таким заключениям они нам предлагают вот здесь убрать очень такие деревья, такие опасные, которые большие, которые наклоняются прямо над дорогой, убрать и построить здесь такую небольшую стенку подпорную и сеткой, такой мощной сеткой, как это делают и на Красной Поляне, и в других местах, и мощной сеткой здесь накрыть.
Сочинские специалисты предлагают, как один из вариантов, соорудить подпорную стену и укрепить склон, установив на 30-метровой высоте противообвальную сетку с закреплением на устойчивых грунтовых анкерах. По результатам геодезических и геофизических исследований будет построена цифровая модель склона с расчетом коэффициента его устойчивости. И уже после этого будут приняты проектные решения. Предварительные проектные решения уже прорабатываются, а уже согласованы они будут после расчетов. После инженерно-геологических исследований строительные работы будет проводить абхазская государственная компания. Мы, если получим задание о восстановлении этого участка, я, как уже говорил, в течение, думаю, где-то месяца мы восстановим этот участок без задержки. Для посещения туристов озера Рица мы успеем в темпе, быстренько мы восстановим стенку. На сегодняшний день экскурсии проводятся только до Голубого озера. Руководство Рицинского реликтового национального парка в кратчайшие сроки намерено укрепить обвалившийся склон, с тем, чтобы у гостей жителей Абхазии вновь была возможность любоваться красотой озера Рица. Амра Амджиба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Один из основных проектов в этом году в госкомпании «ФСНРГЛ» рассчитает подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу «Канифа». Госкомпания также ведет ремонтные работы в Гагре, предотвращая оползни. Об этом наш следующий сюжет. 3 месяца назад в районе Гагры в результате разрушения резервуара с водой обвалился участок дороги. Сегодня эта проблема устранена. Проложен асфальт и открыта проезжая часть, которая даже немного увеличилась. Кроме этого, на 11-м километре от границы есть оползневые участки, работы над которыми начнутся в ближайшее время. В ближайшее время мы приступим, и довольно-таки в сжатые сроки эти участки будут восстановлены тоже. Все эти работы выполняются совместно с Автодором. Мы выполняем свою техническую сторону бетонирования, усиления различными буронабивными сваями и всем остальным. Игорь Казанба отмечает сложность проведения ремонтных работ в связи с интенсивностью движения на автотрассе. Очень стесненные условия. С одной стороны, сужен проезд автотранспорта, а движение у нас, сами заметили, сильно возросло. С другой стороны, то есть низовой, внизу проходит железная дорога, и какие-то неосторожные действия строительные техники могут привести к тому, что будет закрыто железнодорожное полотно. Единственная сложность, а все остальное технически в силах и осуществимо. Что касается состояния дорог в районе стадиона «Динамо» в Сухуме, на котором будут проводиться матчи чемпионата мира среди команд, не входящих в ФИФА, то на данном этапе проводятся подготовительные работы. Завершить ремонт полностью обещают к середине мая. Астанда Отерба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 24, днем 13-15 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.